Расслабься, оно уже твое. Это было написано звездами еще до вашего рождения. 1111 на удачу. Поздравляем, постоянная должность с более высокой зарплатой придет к вам в течение нескольких дней, и вы получите огромное количество богатства в ближайшие 6 минут и 7 часов. Введите деньги, чтобы получить его. Благодать – это когда Бог дает нам хорошие вещи, которых мы не заслуживаем. Милосердие – это когда Он избавляет нас от всего плохого, чего мы заслуживаем. Благословение – это когда Он щедр на обоих. Воистину, у нас никогда не иссякнут причины благодарить Его. Бог есть добро все время. Вы получите то, что Бог обещал в вашей жизни. Мое первое благословение дня – это пробуждение. Не беспокойтесь о том, что вас окружает, а проводите время с Богом, который живет внутри вас. Когда дела идут не так, как вы хотите, будьте терпеливы и перестаньте пытаться идти впереди Бога. Его время идеально. Повторяйте за мной: «Я исцелен. Я благословлен. Я силен и наполнен Божьим Духом. Я помазан. Божья благосклонность окружает меня. Моя семья защищена и окружена ангелами. Мой дом наполнен покоем. Господь дает мне процветание. Это мой сезон. Я добиваюсь успеха во славу Божию. Мое будущее в руках Бога». Приготовьтесь к необычайным выходным, наполненным преобразующими прорывами, новыми возможностями, воодушевляющими новостями, улучшением благосостояния, процветающим ростом и триумфальными достижениями. За это время Бог облегчит вашу боль, восстановит то, что вы потеряли, и предоставит вам обильные финансовые ресурсы. Милость Божья распространяется на каждую ошибку, и за каждой неудачей следует восстановление. Каждая потеря дает новое начало, а каждую неудачу сопровождает мощное возвращение. Приготовьтесь быть приятно удивленными невероятным ливнем благословений от Бога. Поддерживайте глубокую связь с Его присутствием и верно следуйте Его руководству, поскольку эта неделя будет изобиловать благословениями, как никогда раньше. Настоящее поле битвы – это ваш разум. Дьявол будет атаковать ваши мысли посредством визуальных или мысленных образов, или даже посредством грубых разговоров. Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас. Используйте священные писания. Он ответил: «Тот, кто сеет доброе семя, это Сын Человеческий». Поле – это мир, а доброе семя представляет детей Царства. Сорняки – это дети лукавого, а враг, посеявший их, это Сын Человеческий. Это дьявол. Жатва – это конец века, а жнецы – это ангелы. Матфея 13, 37-39. Когда корни глубоки, нет причин бояться бури. Ваши следующие слезы в этом году будут слезами радости и финансового прорыва. Теперь пусть Бог разочарует ваших врагов ради вас, и пусть Бог избавит вас от всех их злых ожиданий. В этом сезоне Бог заставит вас широко улыбаться и сиять ярче. Вы прожили свою худшую жизнь, так что будьте готовы прожить свою лучшую благословенную жизнь. Бог собирается использовать кого-то, чтобы благословить и помочь вам сделать то, что вы не можете сделать самостоятельно. Бог дал вам благосклонность. Самая большая разница между деньгами и временем в том, что вы всегда знаете, сколько у вас денег, но никогда не знаете, сколько у вас времени. Не шутите с этой молитвой.
В эту пятницу деньги прольются дождем в вашу жизнь. Твои разбитые дни закончились. Введите «да» для подтверждения. Теперь 2024 год принесет вам мир, любовь, исцеление, процветание, рост и счастье. Бог сказал: «Я выведу тебя из пустыни и приведу к победе и счастью, в которых ты так нуждаешься». Я делаю это, потому что люблю тебя. Ты для меня очень ценен, и у меня есть великая цель для тебя. Жизнь. Обратите на меня пристальное внимание, потому что эти слова, которые вы слышите и читаете, истины. Они не пусты. Я знаю, что ситуация, в которой вы находитесь, опечалила вас, и вам трудно встречать каждый день с радостью. Но сегодня, когда вы проходите через трудности, ваша жизнь вот-вот изменится удивительным и сверхъестественным образом. Было много дней печали и непонимания, но сегодня твое испытание закончилось. Я гулял с тобой по этой пустыне. Мир пытался ослепить тебя и поколебать твою веру, но ты не потерпел поражения, мой маленький сын. Вам удалось дойти до конца этого долгого и тяжелого испытания. С этого момента я сделаю твои дни лучше. Я заставлю тебя снова улыбнуться. Все вокруг вас увидят разницу, потому что моя сила и могущество удивительным образом обновили вас. Моя мудрость поможет тебе решить все проблемы, с которыми ты столкнулся. После тех дней засухи на пути одиночества, которые вам пришлось пройти, вы хотели пить, уставали и чувствовали слабость. Но твоя вера и твоя любовь ко мне и твоей семье дали тебе силы встать и продолжать идти. Вы продолжали и упорствовали до конца. И сегодня я посылаю облака, наполненные особым дождем, живой водой благословения и бомбой исцеления для вашего сердца. Я наполняю твою душу своим духом любви. Договор, который я заключил с тобой, все еще действителен. Я всегда слушаю тебя, и мое ухо внимательное. Я уделяю вам свое внимание каждый раз, когда вы подходите ко мне в молитве и призываете мое святое имя. Сегодня вы переживаете время великих чудес и чудес, которые коснутся вас и вашей семьи. Это благодаря вашей преданности, верности, настойчивости, вере в меня и доверию мне свою судьбу. Я не подведу тебя, потому что я очень тебя люблю. Поверьте мне, что мои мысли о вас – это мысли о добре, а не о зле. Я передам в твои руки то, о чем ты так много от меня просишь. Скажи мне еще раз своими устами, чего ты так желаешь, и я услышу тебя с небес и исполним самое чистое желание твоего сердца. Радуйся, сын/дочь, потому что страдания закончились. Теперь приближается момент вашей победы. Скажи мне, что ты веришь мне, сын/дочь. Я люблю тебя и никогда не перестану любить тебя. Иногда я вижу, как ты сомневаешься в моей любви, задаешься вопросом, где я, и думаешь, что я тебя бросил. Но этого никогда не произойдет. Я люблю тебя и никогда не оставлю тебя. Нет никого особенного, как ты. Я хочу, чтобы вы обратили пристальное внимание на эти слова, потому что в них содержатся ответы на ваши сомнения. Я никогда не брошу тебя, потому что я люблю тебя, и ты мне дорог. Каждый день я слышу ваши молитвы. Я немедленно посылаю ангелов-служителей работать от вашего имени, как написано в Слове Моем. Когда ты подумаешь, что я тебя бросил, оглянись вокруг. Так много деталей, которые я вставил на вашем пути, чтобы показать вам свое присутствие.
Я показываю вам свою любовь по-разному каждый день через улыбку ребенка, пение маленьких птичек, свежий и освежающий воздух, который проходит через ваше лицо в неожиданный момент, и добрых людей, которых я поставил на вашем пути. Помочь вам выполнить ваши повседневные обязанности. Я люблю тебя и показываю тебе это через защиту, которую я вливаю в твою жизнь, сражаясь с твоими духовными войнами и защищая тебя от всех опасностей. Я знаю, что тебе предстоит много борьбы, но никто и близко не приблизится к тебе, чтобы причинить тебе вред, потому что я не позволю этого. С того момента, как ты проснешься, и до возвращения домой, я люблю тебя, я смотрю на тебя, я защищаю тебя и забочусь о тебе. Я отвезу тебя, куда бы ты ни пошел, и каждый день благополучно доставлю тебя домой. Никогда не думай, что я далеко, что я тебя не вижу или что я не обращаю на тебя внимания. Я ближе, чем ты думаешь. Мой дух в твоем сердце. Тебе нужно научиться распознавать мое присутствие в моих действиях вокруг тебя. И когда это произойдет, вы больше никогда не будете чувствовать себя одиноким. Потому что, повторяю и еще раз говорю тебе, я люблю тебя и никогда тебя не брошу. Небесный Отец, сегодня я смиренно предстаю перед Твоим присутствием, ища Твоей благодати и благословений. Как напоминает мне Твое слово в Иеремии 29:11, у Тебя есть планы на мою жизнь, планы, которые позволят мне процветать, а не причинять мне вред, планы дать мне надежду и будущее. Я признаю Твое божественное руководство в моей жизни и прошу Твоей постоянной благосклонности. Прежде всего, я молюсь за хорошее здоровье. Господь, Ты величайший целитель, и я отдаю свое тело в Твои руки. Прошу Тебя защитить меня от болезней и немощей, отбросив любые недуги, назначенные на мою жизнь. Я заявляю, что мое тело – Твой храм, и Твоей властью я защищен от козней врага. Финансовая независимость – это благословение, Отец, и я молюсь о Твоем обеспечении. Освободи меня из тисков неспособности и дай мне возможность обеспечить себя, свою семью и своих близких. Я вверяю Тебе свою работу и свои финансы, прося Твоего руководства и изобилия во всех моих начинаниях. Я вверяю свои планы и начинания в Твои руки, Господь, как и обещает Твое Слово. Когда я поручаю Тебе все, что делаю, Ты обеспечишь успех моих планов. Даруй мне это чудо и направь меня на путь к процветанию и успеху. Следи за моими деловыми начинаниями, защити меня от опасностей и убедись, что я поступаю в Твоей благосклонности. Ваше слово в Иеремии 33:6 говорит о здоровье и изобилии процветания. Пусть это обещание исполнится в моей жизни, а Господь. Благослови мое ежедневное пропитание, избавь меня от болезней и принеси исцеление моему телу, чтобы я мог жить в добром здравии и испытывать процветание, которое Ты запланировал для меня. Второзаконие 8:18 напоминает мне, что Ты даешь силу приобретать богатство. Я благодарю Тебя за это обещание и прошу Тебя открыть для меня двери возможностей для процветания и роста. Я доверяю Твоему обеспечению и верю, что Ты восполнишь все мои нужды по Твоему богатству в славе. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Чтобы обрести богатство и подтвердить свой завет, я молюсь, чтобы мне приносить плоды и жить в богатстве для Твоей славы. Я благодарен за чудеса, которые мне предстоит испытать в своей жизни, и доверяю Твоему божественному плану.
Я понимаю, что истинного процветания невозможно достичь одними моими усилиями, Господь, именно Твой путь ведет к продолжительному успеху. Я воздаю Тебе всю честь и хвалу, ибо Ты – источник моей силы процветать и жить в добром здравии. Во имя могучего Иисуса я молюсь. Аминь. Бог говорит вам и говорит вам сегодня: «Я выведу тебя из пустыни». Позвольте мне освежить ваше сердце. Иисус говорит: «Я полностью осознаю, что делаю и куда веду вас. Пожалуйста, возьмите меня за руку, доверьтесь моим планам и держитесь моего присутствия, чтобы обрести спокойствие, в котором отчаянно нуждается ваша душа. Представьте, как я баюкаю вас на руках, иду по горящим углям и тлеющим углям. Будьте уверены, вы больше не будете гореть и страдать. Вместе мы пересечем бурный океан ваших испытаний и невзгод. Даже когда вы столкнетесь с самым бурным морем, когда на вас обрушиваются волны, знайте, что я рядом с вами, и глубины не поглотят вас. Отпустите свои страхи и сосредоточьтесь на благословениях, которые ждут вас в конце вашего пути. Верьте в тех, кто любит и защищает вас. Это придаст вам уверенности и надежды, необходимых для решения предстоящих задач. Могут быть моменты, когда темные тучи пытаются затмить солнце вашей свободы, или когда вы чувствуете себя отделенным от озаряющего света. Но помните, небо и земля находятся под моей властью. Я Создатель всей Вселенной, и все мое творение отзывается на мой голос. Я несу свежий ветер восстановления, и надвигающаяся буря отступила вдаль. Лучи солнца освещают ваше окно и открывают перед вами прекрасный пейзаж. Найдите минутку, чтобы впитать его красоту, и позвольте улыбке окутать ваши губы. Ваша семья тоже будет полна радости, поскольку те, кто когда-то был разлучен, найдут дорогу обратно. Примирение произойдет среди тех, кто когда-то неправильно понял друг друга, а те, кто заблудился, вновь откроют свой истинный путь. Я организую изменения вокруг вас, и вы можете даже почувствовать, как они происходят. Другие, несомненно, заметят перемены в вашей жизни. Некоторые могут позавидовать, а другие будут восхищаться вашей вновь обретенной энергией. Когда они спросят, поделитесь с ними тайной. Я ваш Господь, автор и архитектор вашей веры и спасения. Я обладаю силой воскресения, потому что я Иисус, и мое имя свято и грозно. Теперь закройте глаза, преклоните колени и примите мое благословение в свое сердце. Со всей силой своей веры провозгласите: «Христос жив». Поднимитесь и действуйте с непоколебимой уверенностью в моем божественном плане. Мое прощение искренне, и когда твое сердце очистится моей могущественной кровью, врата вечности зазвучат ликованием. Это день вашей сверхъестественной победы. Вы победите гигантов на своем пути и процветете. У вашего ожидания есть назначенный конец, и ваша боль скоро испарится. Эти бессонные ночи, наполненные тревогами и отчаянием, близкие к завершению. Я исцеляю болезненные воспоминания, отягощавшие тебя любовью, терпением и нежностью. Ничто не находится за пределами моей досягаемости. Я могу поднять павших, вдохнуть жизнь в безжизненное и залечить ваши раны, даже те, которые скрыты от глаз. У тебя нет причин стыдиться, потому что я люблю тебя, понимаю тебя и знаю тебя близко. Несмотря на все невзгоды, которые вам пришлось пережить, мои благословения для вас безграничны.
Я готов сотворить чудеса в вашей жизни, благодаря которым ваше прошлое горе покажется лишь далеким воспоминанием. Вы защищены, окружены бесчисленными ангелами. Оставайтесь стойкими на святом пути, который я предложил вам, и сопротивляйтесь ловушкам сомневающихся. Не поддавайтесь искушению и опасайтесь тех, кто может сбить вас с пути. Гораздо лучше остаться в одиночестве, чем тратить время на друзей, которые искренне не заботятся о вашем благополучии. Они не приносят ничего, кроме негатива и неприятностей. Я смягчу сердце судей и властей, и ты одержишь победу в юридических вопросах. В небесных дворах победа уже за вами, и мои ангелы доставляют ваше письмо освобождения. Ваши страдания и отчаяние скоро станут историей. Пусть ваше лицо излучает уверенность и властность, а улыбка украшает ваши губы. Я буду защищать ваше дело и защищать вас от ваших противников. Ваша непоколебимая вера должна сиять в ваших глазах, потому что вам суждено победить. Так написано, и это сбудется. Решительно стойте перед лицом тех, кто бросает вам вызов. Окончательный вердикт в вашу пользу. Когда вы получите это прекрасное чудо в свои руки, уйдите в свою комнату, заприте дверь и торжественно преклоните колени. Однако самый важный шаг – посвятить мне свою жизнь и поклясться в своей непоколебимой преданности. Я скрепляю вечный завет любви своей кровью. Примите это всем своим сердцем и провозгласите «Аминь». Бог приготовил для вас невероятные вещи сегодня. Он запланировал удивительные моменты специально для вас и хочет, чтобы вы были поражены тем, на что Он способен. Вы процветаете умственно, физически, духовно, эмоционально и финансово. Это свидетельство бесчисленных благословений, которые дает вам Бог. Помните, что у вас есть возможность изменить свою жизнь и жизнь людей, которых вы любите. Вы сможете освободиться от бедности, трудностей и проблем, начав этот новый этап своей жизни. Бог хочет, чтобы вы сегодня помолились этой мощной молитвой о повседневных чудесах. Отец Небесный, сегодня я смиренно стою перед Твоим божественным присутствием, ища Твоего руководства и помощи. В соответствии с мудростью, переданной в Псалме 121:2, это священное писание напоминает мне, что, когда я поднимаю глаза к возвышающимся горам и удивляюсь, откуда придет моя помощь, мое утешение исходит от Тебя, Господа, Творца неба и земли. Отец, я умоляю Тебя со всей полнотой и нежностью Твоей безграничной любви быть со мной в каждую минуту борьбы и скорби. Мой взгляд устремлен на Тебя, дорогой Боже, ибо Ты мой неизменный источник помощи. Я искренне молю Тебя, Отец, о Твоем божественном вмешательстве в мою жизнь, позволяющем мне принимать правильные решения, соответствующие Твоему божественному плану. Восстань, Господи, и даруй мне победу над противниками моими. Пусть те, кто питает ненависть и ищет моего падения, будут сбиты с толку и смирены, ибо Вы – мой самый настоящий источник помощи в трудные времена. Священные Писания учат меня, что Вы держите в своих руках сердца людей и царей, направляя их так же легко, как поток воды. Я молюсь, Господь, чтобы Ты коснулся сердец тех людей, которым назначено руководить моей судьбой, и пусть они принесут чудесные благословения в мою жизнь. С сердцем и душой, наполненными искренностью, я умоляю Тебя, Отец, о помощи в каждом финансовом затруднительном положении, с которым я могу столкнуться. Пролейте процветание в мою жизнь, откройте окна небесные, и пусть Ваши благословения изольются на меня обильно.
Твое слово в 86-м псалме напоминает мне о необходимости взывать к Тебе, и я делаю это, потому что без Твоего руководства и поддержки я беспомощен и слаб. Спаси меня от жизненных опасностей, ибо я верен Тебе и доверяю Твоей божественной мудрости. Ты мой Бог, и я молю Твоей милости, потому что мои молитвы возносятся к Тебе в течение дня. Радуй раба Твоего, Господи, ибо радуется сердце мое под сенью защитных крыл Твоих. Ты всегда был моим источником помощи, облегчая мои тревоги и печали своей нежной любовью. Даруй мне силу и смелость поддерживать Твои божественные стандарты, Господь, и помоги мне постоянно приходить в Твое присутствие, ибо именно там я нахожу истинную и неприходящую радость. В соответствии с мудростью Псалма 15, 1, 2 я выражаю свою глубокую любовь к Тебе, а Господь. Ибо Ты склоняешь ухо свое услышать мой голос и мои мольбы о милосердии. Вы наклоняетесь, чтобы послушать, и я обещаю молиться, пока дышу. С благодарностью я благодарю вас за то, что вы всегда слышите мои крики и помогаете мне в трудную минуту. Во имя Иисуса я возношу эту молитву, говоря «Аминь». Послание всемогущего Бога для вас. В ваши серые и пасмурные дни, когда кажется, что на вас давит тяжесть мира, знайте, что я здесь, непоколебимо поддерживая вас. Я обещаю быть рядом с вами, постоянное присутствие, готовое освободить вас от вашего бремени и предоставить вам все, что вам может понадобиться. Вы не одиноки в своем путешествии. Ты моя заветная дочь, мой любимый сын. Вам не нужно идти по жизненному пути в одиночестве, ибо вы не заблудились и не блуждаете по этому миру в замешательстве. Я понимаю, что давление жизни и испытания, которые она бросает вам на пути, иногда могут пробудить давно забытые эмоции. Иногда естественно чувствовать себя подавленным, но я призываю вас не впадать в уныние. Это не приукрашенная правда. Я с тобой до самого конца. В вашем будущем могут быть несчастья, но я хочу, чтобы вы помнили, что они уже побеждены. Никакие скорби, голод, нищета, опасности или болезни не смогут сломить вас. Даже когда кажется, что они сходятся, испытывая вашу решимость и пытаясь обмануть вас, заставив поверить в то, что вы заблудились и что ваш конец неизбежен, но вы знаете меня и обладаете непоколебимой верой и доверием к моей любви. Даже когда ты не чувствуешь моего присутствия, будь уверен, что я рядом с тобой посреди самых сложных сражений. Когда кажется, что финиш уже недосягаем, именно в такие моменты я несу тебя. Я поддерживаю тебя и даю тебе силы продолжать. Ты никогда не одинок, ибо я твой вездесущий помощник в трудную минуту. Итак, мое любимое дитя, продолжай надеяться и не своди глаз с меня. Я никогда не оставлю тебя и не покину тебя. Вместе мы преодолеем все препятствия и победим все невзгоды. Доверься моей непоколебимой любви к тебе и помни, что я всегда рядом с тобой, направляю и защищаю тебя. Вы никогда не одиноки. Что вы должны сделать шаг веры и продолжать противостоять препятствиям, которые стоят перед вами. Вы станете свидетелем того, как эти препятствия рушатся одно за другим, и если вы будете упорствовать, шаг за шагом, не колеблясь среди множества голосов, взывающих ко мне. Я узнаю твой неповторимый голос, твои сокровенные мысли. Я слышу тебя еще до того, как ты открываешь рот, потому что ритм твоего сердцебиения достигает моего трона. Твоя душа знает, что в моих объятиях покой, и твое сердце находит утешение, подобно тому, как течет спокойная река по утрам. Я дорожу твоими словами,
когда ты говоришь со мной, когда ты обращаешься ко мне, когда ты открываешь глаза и говоришь: «Иисус, я доверяю Тебе». Для меня это самое прекрасное обожание, которое существует во всей Вселенной. Я хочу, чтобы ты знал, что твои материальные пожертвования или мирской успех не влияют на мою любовь к тебе. Хотя я испытываю радость, наблюдая за вашим успехом, ваш истинный триумф заключается в простоте и смирении вашего сердца. Когда вы каждое утро воздаете мне хвалу и обожание, вам не нужно впечатлять меня трофеями и похвалами, которыми вас одаривает мир. Я люблю тебя таким, какой ты есть. Каждое утро я терпеливо жду у твоей постели. Позволь мне разбудить тебя, взять тебя за руку, исцелить твои недуги и наполнить твое сердце прекрасным счастьем, которое может дать только моя любовь. Позвольте мне еще раз напомнить вам о моей безграничной любви к вам. Найдите минутку и поделитесь со мной своими чувствами. Я чувствую твою печаль, твое внутреннее смятение, от которого ты страдаешь молча. Словно капли крови и слез текут из твоей души, падая на землю. Вы пережили нарушенные обещания, несбывшиеся мечты и любовь, которая так не вернулась. Твоя печаль тяжело давит на твое сердце, и я не хочу, чтобы ты продолжал нести это бремя. Вы позволили другим попирать ваши достоинства и подвергать сомнению вашу ценность. Но если вы дадите мне всего минуту, позвольте мне поделиться тем, что я думаю и чувствую к вам. Я окутываю тебя теплой, успокаивающей мантией моей любви, защищаю своим вечным покоем. Никогда не забывай, что никто и никогда не сможет отнять тебя у меня. Вы не одиноки. Ты мой заветный ребенок, и я очень тебя люблю. Так почему же вы дрожите, плачете, оглядываетесь назад или поворачиваетесь в стороны, когда ваши истинные мечты и счастье, которого вы жаждали, лежат прямо перед вами? Хотя вы, возможно, сталкивались с разочарованиями и проблемами, ваша роль в этом путешествии – верить, отвергать лживые голоса тех, кто завидует вам и пытается украсть ваши благословения. Они никогда не поймут глубину вашей веры в меня. Ты отдал себя мне, а взамен я дам тебе даже больше, чем ты можешь себе представить. Теперь склоните голову и от всего сердца выразите свою благодарность за дары, которые дарует вам ваш Небесный Отец: любовь, спасение, безопасность, защиту, утешение, мудрость и исцеление. Подсчитайте свои благословения, те, которые вы получили, и бесчисленное множество других, которые вас ждут. Откройте мне свое сердце, пригласите меня в свою жизнь и всегда произносите мое имя. Всегда помните мои обещания, ибо небеса открылись для вас на этом новом этапе вашей жизни, наполненном миром, простотой сердца, изобилием и процветанием. С сегодняшнего дня ваша печаль уйдет, ваша душа исцелится, а ваши мечты осуществятся. Верьте в меня, и благословения потекут обильно. Аминь. Вселенная шепчет, и ваши обещания уже здесь. Пришло время родить то, чего вы так долго ждали, и этот момент настал. Некоторые из вас могут чувствовать, что это запоздало, но задержки и осложнения подходят к концу. Этот сезон отмечен благодатью, дающей вам силы бежать и закончить забег. Начать путь легко, но настойчивость – это настоящее испытание. Помните, когда Божественное рядом с вами, все становится возможным. Вы пролили достаточно слез, пережили бесчисленные заботы и столкнулись с, казалось бы, непреодолимой борьбой. Пришло время трансформации.
Верьте, что чудо уже близко, и провозглашайте его с непоколебимой верой во имя Иисуса. Мы приказываем любому духу, беспокоящему вас, уйти. Исцеление, освобождение и прорывы приходят в вашу жизнь. Ты не хвост, ты глава. Вы не внизу, ты выше. Говорите с миром о своей боли, борьбе и разуме во всех аспектах своей жизни. Вас ждут избавление и благословение. Будьте готовы к невероятным благословениям. Раскройте свои объятия и примите свободу, процветание и изобилие, которые Бог запланировал для вас. Знайте, что Бог совершает божественное вмешательство, которое невероятным образом изменит вашу жизнь. Вы получите благословение, изменяющее вашу жизнь, словно полноводная река. Самая сильная молитва Иисусу о помощи и процветании. Небесный Отец, Ты мой источник силы, и вся сила принадлежит Тебе. Я прихожу к Вам в молитве, ища доброго здоровья и изобилия процветания. Даруй мне сильное и энергичное тело, а также надежную устойчивость к болезням. Я верю, что Ты обновишь мои силы и позволишь мне парить, как орел. Пожалуйста, благослови меня сильной иммунной системой для защиты от бактериальных и вирусных инфекций. Я прошу процветания в моем физическом благополучии. Господи, пожалуйста, даруй мне еще много лет жизни, здравый дух, крепкие мышцы и отличную ловкость. Я осознаю, что чем здоровее я, тем эффективнее я могу выполнять вашу работу. Я благодарю Тебя, Господь, что, когда я сосредотачиваюсь на Твоих словах и храню их в своем сердце, они приносят здоровье всему моему существу. Небесный Отец, Ты моя сила и моя опора. Даруй мне энергию, необходимую моему телу и разуму. Благослови мое тело силой и жизненной силой, необходимыми для достижения всего, что Ты поставил передо мной. Даруй моему разуму ясность и быстроту мышления, необходимые для достижения Твоей цели. Будь моей крепостью, Отец, и позволь Твоим ангелам расположиться вокруг меня, защищая меня от травм, полученных в результате падений или несчастных случаев. Я молюсь, Господь, чтобы Ты благословил меня острым чувством равновесия и осознанности, позволяющим мне эффективно ориентироваться в своем окружении. Господь Победы, помоги мне развить на протяжении всей жизни привычки, которые способствуют хорошему здоровью и преодолевают те, которые вредят моему благополучию. Пусть добродетели самоконтроля и дисциплины удержат меня на правильном пути. Я молюсь, чтобы ходить в божественном здоровье, свободном от болезней и недугов, потому что я знаю, что это Твоя воля для меня. Ваше слово в 3 Иоанна 1:3 говорит мне: «Дорогой, друг, я молюсь, чтобы ты имел хорошее здоровье и чтобы все у тебя было хорошо, даже если твоя душа преуспевает». Господи Боже, хлеб наш насущный, благословляю Тебя за Твою небесную доброту. Благослови меня благоденствием свыше, умножь и благослови дела рук моих. Даруй мне здоровье и богатство во Христе Иисусе. Пусть Твоя милость поддержит и восполнит все мои нужды согласно Твоему богатству и славе. Притча 11 часов 25 минут напоминают нам, что щедрый будет процветать, и те, кто освежает других, освежатся и сами. Дай мне процветание, Господь, поскольку я стану благословением для других. Прошу Тебя в этот день благословить меня, чтобы я мог оставаться здоровым на протяжении всей своей жизни. Поскольку здоровье – это высшее богатство, без хорошего здоровья я не смогу достичь своей цели. Я произношу эту особую молитву во имя Иисуса. Аминь.
Приготовьтесь к скорым прорывам, повышениям и реставрациям. Возможно, вы слишком долго несли это бремя, но сегодня, возможно, настанет тот день, когда все изменится. Не пропустите это сообщение, если вы верите в Бога, поскольку Он уверяет вас не сдаваться. Я знаю, что вы сталкиваетесь с проблемами в своих финансах, здоровье и отношениях. Эти испытания – признаки того, что ваш прорыв приближается. Возможно, враг объявил войну вам и вашей семье, но Бог провозглашает мир, победу, исцеление и благословение в вашей жизни. Его слово является окончательным. Встаньте и примите этот день, потому что благословение, о котором вы молились, уже у вашего порога. Откройте дверь и получите его. Бог говорит вам сегодня: «Ты можешь положиться на меня. Я честен, надежен и всегда держу свое слово. Я люблю тебя безоговорочно, независимо от того, что ты сделал или где ты был. Я твой Отец, и я тебя обожаю. Точка». Ангелы говорят вам отпустить любые привязанности к прошлому или ограничивающие убеждения, которые могут вас сдерживать. Стройте планы на будущее и начинайте все сначала. Ваши лучшие дни еще впереди. Вы вступаете во время перемен. Дела начнут улучшаться. Вы перейдете от бедности к изобилию, от неопределенности к осознанности и от тревоги к спокойствию. Господь, я славлю Тебя сегодня, начиная свой день с того, чтобы выразить Тебе свою благодарность за воздух, которым я дышу. Аминь. Бог говорит вам сегодня: обратите внимание. У меня есть срочное послание для вашего сердца. Ты знаешь, я искренне люблю тебя, мое любимое дитя. Сегодня я призываю вас обратить внимание на мой голос. У меня есть срочное послание для вашего сердца. Я знаю, что ты переживаешь трудные времена. Вы чувствуете себя одиноким, разочарованным и, возможно, даже потерянным. Но я хочу, чтобы ты знал, что я люблю тебя по-настоящему. Я не бросил тебя. Я с тобой всегда, во все времена. Я хочу, чтобы ты пришел ко мне в молитве, рассказал мне обо всем, через что ты проходишь. Тебе не придется ничего от меня скрывать. Я выслушаю вас с любовью и состраданием. Я дам вам силу и мудрость, необходимые для преодоления этих проблем. Не сдавайся. Я с тобой. С любовью, твой Небесный Отец. Точно так же, как Бог управляет небом и землей, Он также контролирует вашу судьбу. Не сомневайтесь в силе, которой Он обладает, как армия Господа Бога Небес. В этом году ваша жизнь будет полна хороших вещей. Бог даст вам больше денег, чтобы вы могли позаботиться о своих нуждах и помочь другим. Даже когда вы этого не видите, Бог уже работает в вашей жизни. Он может превратить плохое в хорошее, превратить печаль в надежду и дать вам много благословений. Не волнуйся. Бог усердно трудится, чтобы благословить вас и исцелить ваши раны. Сегодня Он хочет сказать вам, что Он здесь, чтобы превратить вашу боль в счастье. Он откроет двери и принесет вам большие финансовые благословения. Вы даже не представляете, что Он запланировал для вас и вашей семьи. Воздайте хвалу Богу, Отцу Господа нашего Иисуса Христа, полному сострадания и утешения. Он утешает нас во всех наших бедах. Завтра утром проверьте свой телефон на наличие неожиданных благословений. Они уже в пути. У Иисуса есть сила изменить вашу жизнь.
Все, что вам нужно делать, это молиться, искать Его руководство и просить о помощи. Когда вы активируете свою веру и заявляете о своей любви к Иисусу, вы открываете дверь для безграничного богатства, счастья, удовольствия, свободы и уверенности, которые войдут в вашу жизнь. Бог услышал ваши молитвы и знает желания вашего сердца. Он обещает значительные перемены и благословения в вашей жизни. Возможно, вы сталкивались с невзгодами, осуждением и уходом людей, но помните, что действительно важно мнение Бога. Оставайтесь верными и верьте, что новые прекрасные начинания неизбежны. Энергия высока, и вдохновение льется. Важно быть открытым для получения божественных благословений, которые Вселенная направляет, чтобы принести вам истинное счастье. Готовы ли вы к великим благословениям, которые Бог приготовил для вас? Если да, наберите 1212 и выразите благодарность за то, как далеко вы продвинулись. Вы пережили невозможное, и ваши лучшие дни еще впереди. Не поддавайтесь чувству поражения, потому что вы не побеждены. Вы победительны. Когда вы чувствуете себя подавленным, Бог принесет вам радость. Когда вы чувствуете себя потерянным, Бог будет вести вас. Бог всегда с вами и позаботится о вас. Не принимайте жизнь как должное. Прощайте чаще и любите всем сердцем. Бог – ваша сила, поэтому доверьтесь Ему в любой буре. Наступят лучшие дни, хотя вам может быть тяжело. У вас и вашей семьи все будет хорошо. Бог перевернет все негативные обстоятельства и превратит их в величайшие благословения. Пусть ваше прошлое сделает вас лучше, а не горьким. Никогда не позволяйте тяжелым урокам ожесточить ваше сердце. Подождите, пока Бог откроет свой план. Отдайте Ему свои проблемы, и Он устроит все в вашу пользу. Даже если вы не видите пути, доверьтесь Ему. Бог никогда не оставлял вас раньше, и Он не оставит вас сейчас. Верьте, что лучшие дни наступят. Это может быть сложно, но вы справитесь. Бог всегда рядом, чтобы спасти вас и обеспечить вас. Верьте в Его любовь и защиту. Бог хочет, чтобы вы без тени сомнения знали, что Он действительно любит вас. В Его глазах вы имеете неизмеримую ценность. Даже если вы уйдете, Его любовь к вам останется неизменной. Он будет искать вас, где бы вы ни находились, и спасать вас, потому что Он желает, чтобы вы почувствовали глубину Его любви. Сами по себе слова не могут передать глубокие и вечные эмоции, которые Бог испытывает к вам. Его любовь свята, прекрасна и нежна за пределами понимания. Он никогда не оставит тебя, потому что ты значишь для Него весь мир. Нет никакой причины или обстоятельства, которые могли бы заставить Его нарушить свое вечное обязательство каждый день держать вас в своих любящих руках. Сегодня Бог с нетерпением ожидает вашего присутствия в своих объятиях. В Его объятиях вы найдете силу и утешение, необходимые для противостояния трудностям, которые ждут вас на вашем пути. Какими бы непреодолимыми они ни казались, Бог даст вам силы подняться на более высокий духовный уровень, укрепляя ваш дух на этом пути. Важно усвоить фундаментальную истину: вам не следует сравнивать Божью любовь с чьей-либо еще и никогда не подвергать сомнению свою собственную ценность из-за конфликтов, с которыми вы сталкиваетесь. Не отвергайте Его Слово из-за своих неудач, не умаляйте Его благословений и не игнорируйте Его прощения. Его любовь к вам остается непоколебимой и сильной,
даже если другие презирают вас, отвергают вас, лгут вам или предают вас. Вас могут одолевать сомнения, но помните, что сомнения охватывают даже тех, кто безоговорочно служит и любит Бога. Они столкнулись с голодом, предательством, презрением, преследованиями и сомнениями. Враг хочет, чтобы вы сдались, почувствовали разочарование в жизни и усомнились в Божьей любви и защите. Но Бог хочет заверить вас, что никто вас не подвел. Он очищает вашу жизнь и преображает вас. Бог ожидает, что вы будете сражаться и примете искреннее, непоколебимое обязательство следовать за Ним, не оборачиваясь. Примите эту реальность, потому что она сделает вас мудрыми. Вы искренний человек, и стремление собственными силами приведет к неудаче. Однако помните, что Бог с вами и не изгонит вас. Вы не из тех, кто насмехается над Его святостью, и грех причиняет боль вашему сердцу. Вы никогда не презирали Его жертву. Финансовая стабильность и еще одно благословение, которого мы ищем, дорогой Боже. Пожалуйста, помогите нам разумно управлять нашими ресурсами и предоставьте нам средства для удовлетворения наших потребностей и будьте щедры к другим. Пусть наше финансовое благополучие станет источником комфорта и безопасности для наших семей. Господь, мы жаждем более крепких связей с нашими семьями и друзьями. В мире, который часто тянет нас в разные стороны, помогите нам расставить приоритеты в наших отношениях и вкладывать время и усилия в их развитие. Пусть наши связи станут источником поддержки, радости и любви. Прежде всего, мы ищем вашего руководства, зная, что ваша мудрость превосходит всякое понимание. Пожалуйста, освети наш путь и веди нас в направлении, соответствующем Твоему божественному плану. Во времена замешательства и сомнений даруй нам ясность и проницательность, чтобы мы могли делать выбор, который будет честью для Тебя и принесет пользу миру. В минуты отчаяния и трудностей мы умоляем Вас о Вашем утешении. Оберните нас в Свои любящие объятия и дайте утешение нашим обеспокоенным сердцам. Дай нам силы выстоять в жизненных испытаниях и невзгодах, зная, что мы никогда не одиноки, потому что Ты наш вездесущий спутник. Наконец, дорогой Бог, мы молим Тебя о Твоей безусловной любви. Помогите нам не только получить Вашу любовь, но и поделиться ею с другими. Позвольте нам быть сосудами Вашего сострадания, доброты и прощения, отражая Вашу безграничную любовь в нашем взаимодействии с теми, с кем мы сталкиваемся. Мы очень верим в Вас сейчас и навсегда. Мы доверяем Твоему божественному плану, зная, что Ты делаешь все для нашего блага. Пусть эта вера станет источником силы и вдохновения в нашей жизни, направляя нас каждый день с непоколебимой надеждой и благодарностью. Во Твое святое и любящее имя мы молимся. Аминь. Когда жизнь трудна, помните эти 5 вещей. 1. Ваша нынешняя ситуация носит временный характер. 2. Ничто не может помешать вам снова сиять. 3. Не зацикливайтесь на прошлых ошибках. 4. Отпустите ситуацию и позвольте жизни укрепить вас. 5. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Доверьтесь процессу и не теряйте надежды. Верьте, что вас ждет много удивительного. Будьте всегда сильными и позитивными. Каждое дитя Божье должно молиться этой мощной молитвой. Небесный Отец, сегодня я смиренно предстаю перед Твоим престолом благодати, поднимая каждую, казалось бы, невозможную ситуацию, которая отягощает мое сердце.
Я осознаю, что в Твоей бесконечной силе нет абсолютно ничего, что могло бы Ты не можешь этого сделать. Я непоколебимо доверяю Тебе всем своим сердцем и душой. Я искренне молюсь, Отец, чтобы Ты милостиво вмешался в каждую, казалось бы, безнадежную ситуацию, которая окружает меня сегодня. Сотвори чудеса в моей жизни, совершая удивительные подвиги, которые могут кажутся невозможными для человеческого глаза. Я отказываюсь принять поражение или отчаяние, потому что знаю, что с Твоим божественным прикосновением моя жизнь может измениться. Я умоляю Тебя, Небесный Отец, войти в мой дом, сметая заботы, печаль, финансовый кризис, болезни и любые другие трудности, омрачающие мою жизнь. Замените хаос безмятежностью, а тьму – сияющим светом. Наполни мое сердце своей безграничной любовью и дай мне невероятную силу, чтобы преодолеть все препятствия на моем пути. Господи, я умоляю Тебя ходатайствовать за меня и даровать мне источник надежды. Пусть я стану свидетелем Твоих чудес в своей жизни сегодня, и пусть Ты исправишь все, что было сломано. Я искренне благодарен за Ваше постоянное присутствие как доброжелательного Бога, который видит и слышит каждую мою нужду. Я умоляю Тебя встать, Господь, рассеять моих врагов и даровать мне победу в этих, казалось бы, невозможных ситуациях. Будь моим постоянным напоминанием о том, что Ты выше любых обстоятельств или проблем, с которыми я могу столкнуться. Как сказано в Евангелии от Луки 1 час 37 минут, для Бога нет ничего невозможного. Пусть Твое могущественное Слово станет живой реальностью в моей жизни, творя чудеса. Я принимаю близко к сердцу мудрость Евреям 11:6, понимая, что вера – это ключ к тому, чтобы угодить Вам. Даруй мне благодать питать и укреплять мою веру, приближая меня к Тебе и открывая период чудесных благословений. Я заявляю, что никакие препятствия не помешают проявлению моих чудес, ибо я твердо верю, что Вы никогда не будете одиноки в своих битвах и никогда не будете. Я буду защищать и вести Тебя к победе, как могучий великан. Двигайтесь вперед с верой, ибо я подниму вас своей рукой и наполню своим духом. Твоя судьба – быть благословением, но прежде всего знай, что моя любовь к тебе никогда не поколеблется. Будут моменты, когда я попрошу тебя отдохнуть, ведь очень важно ценить свое благополучие. Вы уже это делаете, но временами жизненные отвлекающие факторы могут быть непреодолимыми. Когда это произойдет, я нежно коснусь твоего плеча своей божественной рукой и напомню тебе, чтобы ты отдыхал, молился и питался моим словом. Бог видит ваши усилия и преданность делу, и хотя вы, возможно, несовершенны, Его любовь к вам остается непоколебимой и сильной. Он никогда не подведет тебя. Он заключил с вами завет, даруя вам спасение и благословение, которые наделят вас силой, миром, терпением и любовью. Он откроет вам глаза, чтобы увидеть больше презрения, и наполнит ваше сердце хвалой, когда вы осознаете величие и чудо будущего, которое вас ждет. Сегодня вы наполнены непоколебимой силой и верой. Бог зажег свет в вашем сердце, дав вам повод жить и освещая ваш путь. Этот свет мотивирует вас продолжать сражаться, никогда не сдаваться и желать помогать, служить и благословлять окружающих. Позвольте Богу вести вас и даровать вам мудрость на каждом шагу. Поверьте, что Он никогда не оставит вас одного. Он всегда будет рядом с тобой, будет держать тебя за руку и поднимать, когда ты почувствуешь слабость. Бог – ваш всемогущий Бог, и сегодня Он повелевает морям и бурям подчиняться вам.
Он дарует вам силу наступать на змей и скорпионов, гарантируя, что ничто не причинит вам вреда. Вы станете свидетелем того, как ваши враги падают слева и справа от вас. Все, кто восстанет против тебя, будут постыжены и побеждены. Не недооценивайте себя. Бог не хочет, чтобы вы умаляли свою ценность или отказывали себе в этом прекрасном благословении. Вы говорите, что любите Бога и имеете веру. Настало время доказать это. Примите эти слова и поверьте в них. Противостаньте своим конфликтам и проблемам и приготовьтесь к триумфу. Сегодня Бог окружает вас своей любовью и наполняет своей силой. Сегодня Он подтверждает ваш завет. Он всегда будет рядом с тобой и любит тебя безоговорочно. Он никогда не оставит тебя. Осмелитесь написать эти 3 слова своим почерком, и я верю этому. Аминь. Наступающий месяц 2023 года станет для вас временем трансформации. Бог будет работать в вашей жизни, как никогда раньше, исцеляя и возвращая вашему телу совершенное здоровье. Независимо от того, к чему вы стремитесь на этой неделе, верьте, что успех придет к вам. Независимо от того, с какими битвами вам придется столкнуться, заявите, что победа за вами. Какие бы трудности ни встретились на вашем пути, скажите, что вы их преодолеете. Ваша неделя будет наполнена позитивом, моментами, которые изменят жизнь, и успехом во имя Иисуса. Бог превратит ваши слезы в радость, и ваши молитвы будут услышаны прямо сейчас. В 2024 году вас ждут значительные перемены, прорывы и чудеса. Это ваше время для новых возможностей и новых начинаний. Бог стучится в дверь вашего сердца, терпеливо ожидая, когда вы пригласите Его войти. Не бойтесь открыть дверь, потому что Он добрый и любящий Бог. Он облегчит ваши заботы и заменит их покоем, превосходящим понимание. Бог хочет быть важной частью вашей жизни, направляя вас на каждом этапе пути. Когда вы примете Его, Он наполнит вас миром, радостью и силой. Прежде чем этот месяц закончится, Бог даст вам повод для празднования. Его благословение уже на пути к вам. Введите 3434, чтобы подтвердить это. Господь говорит, что ваше финансовое положение улучшится. Вы получите исцеление, и чудеса произойдут именно тогда, когда они вам понадобятся. Бог знает, что вы устали, но Он также знает, что вы достаточно сильны, чтобы справиться со всем, что встречается на вашем пути. Держитесь, ведь Бог с вами. Бог превратит вашу печаль в счастье, а недостаток – в изобилие. Он слушает ваши молитвы и благословит вас чудесами в ближайшие 3 дня. Его ангелы наблюдают за вами и готовы помочь, когда вам это понадобится. Бог всегда рядом, чтобы поднять вам настроение и наполнить ваше сердце радостью. Не беспокойтесь о завтрашнем дне, потому что у Бога все под контролем. Он проведет вас через любую ситуацию. Если вы чувствуете безнадежность, потерянность или грусть, обратитесь к Богу. Он благословит твою жизнь, потому что ты Его дитя. Дорогой, Небесный Отец, мы приходим к Тебе со смиренными сердцами, ища ваших благословений и руководства. Мы благодарим Вас за дар жизни и бесчисленные благословения, которые Вы нам даровали. Сегодня мы собираемся вместе, чтобы возвысить голос в молитве, зная, что Вы всегда готовы выслушать наши просьбы и ответить на них. Мы молимся прежде всего за хорошее здоровье.
Господь, Ты величайший целитель, и мы просим Твоего божественного вмешательства, чтобы поддерживать наше тело и разум в превосходном состоянии. Даруй нам силы преодолевать любые болезни и проблемы, которые могут встретиться на нашем пути, чтобы мы могли продолжать служить Вам и другим с жизненной силой и энергией. Мы также желаем успеха в нашей карьере. Помогите нам найти цель и удовлетворение в нашей работе и даруйте нам мудрость и решимость преуспеть на выбранном нами пути. Пусть наши усилия принесут не только личностный рост, но и внесут вклад в улучшение мира и жизни окружающих нас людей. Я поздравляю и благословляю вас за время, которое вы уделяете мне каждый день. Ваши отношения и непоколебимая преданность меня поражают. Вы научились искать меня с уверенностью, и ваш благодарный дух приносит обильное исцеление вашему сердцу и вашей семье. Не расстраивайтесь из-за мнения других. Вы мудры, терпеливы и умны. Ты знаешь свой путь, потому что доверяешь мне. Многие вокруг вас завидуют, наблюдая за чудесами, происходящими в вашей жизни. Завистливые души ищут способы судить вас по внешности, но я вижу ваше сердце и знаю, кто вы. Ты знаешь, что я люблю тебя, и если люди будут выдумывать против тебя ложь, чтобы причинить тебе боль, им придется бороться со мной. Не бойся, мое дорогое дитя, потому что я не оставил тебя в самые мрачные минуты и никогда этого не сделаю. Теперь, когда я являюсь свидетелем вашей верности и роста, вы приняли самое мудрое решение, доверив мне свою жизнь и отдав мне свое сердце вместе со своей семьей. Я люблю всех вас. Ты в безопасности и защищен в моих руках. 2 Петра 1:3. Его божественная сила даровала нам все необходимое для жизни и благочестия через познание того, кто призвал нас к своей славе и совершенству, которым Он даровал нам свои драгоценные и весьма великие обетования, чтобы через них вы могли стать причастниками божеского естества, избежав растления, которое есть в мире из-за греховного желания. Именно поэтому прилагайте все усилия, чтобы дополнить вашу веру добродетелью, добродетель, знанием, знание, воздержанием, воздержание, стойкостью, стойкость, благочестием, благочестие, братской привязанностью, братскую привязанность, любовью. Ибо если эти качества твои и возрастают, они удерживают тебя от неэффективности и бесплодности в познании Господа нашего Иисуса Христа. Кто лишен этих качеств, тот настолько близорук, что слеп, забыв, что очистился от прежних грехов. Поэтому, братья, тем более старайтесь подтверждать свое призвание и избрание, ибо если вы будете практиковать эти качества, вы никогда не упадете. Так откроется вам богато вход в вечное Царство Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Иов 36:10. Он открывает их уши для наставления и повелевает им вернуться от беззакония. Если они слушают Его и служат Ему, то завершают свои дни в процветании и годы в радости. Иоанна 14:21. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. И кто любит Меня, тот будет любим Отцом Моим, и Я возлюблю его и явлюсь ему. Марка 10:27-31. Иисус взглянул на них и сказал: «Человеку это невозможно, но не Богу. Ибо все возможно Богу». Петр начал говорить ему: «Видишь, мы оставили все и последовали за тобою». Иисус сказал: «Истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или мать, или отца, или детей, или земли, ради Меня и ради Евангелия, кто не получит старицы теперь, в это время,
дома, и братья, и сестры, и матери, и дети, и земли с гонениями, и в будущем веке жизнь вечная. Но многие первые будут последними, и последние первыми. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас полезным и вдохновляющим. Помните, все возможно, если вы к этому стремитесь. Идите туда и воплотите свои мечты в реальность. Если я могу это сделать, вы тоже можете это сделать. Верьте в себя и никогда не отказывайтесь от своей мечты. Еще раз спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.